9-й по счету, этот праздник уже давно стал общегородским. Хотя справедливости ради замечу, если в прошлом году не хватало ни мест на парковке, ни квадратных сантиметров на пляже, то нынче зрителей поубавилось. Почему – непонятно. Вроде бы и погода была не холодная, но и не жаркая, как в утомленных солнцем центральных частях России. И мероприятие шло по давно уже накатанному сценарию, с единственным, пожалуй, исключением в виде посвящения еще одной дате, а именно дню компании «Открытое акционерное общество» РАО «Энергетические системы Востока», который вообще-то отмечается в первую пятницу июля, но третья суббота, судя по всему, тоже для этих целей годится. Помимо какого-то там эфемерного посвящения, энергетики приготовили вполне себе конкретное, а главное съедобное гастрономическое чудо. 13-килограммовым тортом подчивали всех призеров конкурсов. Для детей, как всегда, была организована своя игровая площадка со всевозможными полуспортивными и спортивными состязаниями, эстафетами. Также работали надувные аттракционы. Параллельно проходили соревнования на волейбольной площадке. Среди женщин победу одержала команда НГРС-1. У мужчин лучшими стали отдыхающие из сборной «Тройник». В перетягивании каната не было равных представителям Чульманской ТЭЦ. Им уступил котло-турбинный цех, а железнодорожный стал третьим. В то время как сторонники активного отдыха боролись за медали, все остальные просто загорали. То есть не просто, конечно, а наблюдая за происходящим на сцене. И все-таки центральное место на суше и воде, как всегда, занял царь морской со всей своей флотилией, родней и свитой. Всякие там русалки и золотые рыбки опасности не представляли по определению. Нептуну шалить комплекция не позволяла, а вот черти в этот день подмочили репутацию многим. При этом вип-персонам, главе Серебряного Бора Владимиру Резикову и исполняющему обязанности гендиректора Якутугля Сергею Григорьеву было устроено индивидуальное омовение в водах Нерюнгринской ГРЭС. У директора станции Алексея Старцева подобный опыт, друг ошибок трудных, уже имеется, и техника вхождения в воду с каждым разом совершенствуется.